Прямой эфир на Юргане продолжит программа «Детали дня» с Еленой Красильниковой. Елена, добрый вечер, и вам слово. Спасибо, Александра. Хорошего вам вечера. В воскресенье в Сыктывкаре завершился съезд Коми-народа. Одной из главных тем обсуждения стало сохранение и развитие коми-языка. И вот что удивительно. Но вопрос, зачем изучать коми-язык, задают не только те, для кого коми-язык не является родным, но даже те, кто вырос в коми-глубинке, в коми-семьях. Как заявили учителя, молодые коми-родители не хотят, чтобы их дети учили коми-язык как родной. Дескать, говорят на коми и достаточно. Утверждают, что знание коми-языка никак не помогает детям продвигаться в жизни. Зачем же тогда тратить силы и время? Поговорим об этом в программе «Детали дня». Чтобы сохранить язык, конечно, его нужно изучать. И с точки зрения закона вопрос учить или не учить детям нашей республики коми-язык давно решен. Однозначно учить. Открываем закон о государственных языках Республики Коми, принятый еще в 1992 году. Итак, в республике два государственных языка – русский и коми. Государственные коми и русские языки изучаются во всех общеобразовательных организациях. Можно посмотреть другой закон республики об образовании. Цитирую. «Во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных организациях изучение коми и русского языков как государственных языков Республики Коми является обязательным в соответствии с законодательством». Итак, мы должны учить коми-язык хотя бы для того, чтобы быть законопослушными гражданами. У нас есть выбор у школ, у родителей, у детей. Как изучать? Как родной, углубленно, или как государственный, то есть фактически как иностранный. И здесь очень справедливое утверждение. Ребенок выбирает не предмет, а выбирает учителя. В этом убедилась Виктория Палкина. Она побывала в одной из сыктывкарских школ, где один из самых любимых предметов у детей как раз коми-язык. В этом 4 классе Сыктывкарская школа номер 21 с углубленным изучением немецкого языка в программе «Коми-язык» 2 часа в неделю. По словам учителя Валентины Терентьевой, времени достаточно, чтобы познакомиться с языком и не устать от него. Здесь все принципиально иначе, чем на других предметах. Другая постановка парт, использование ноутбуков, фотоаппаратов, чтобы максимально увеличить интерес детей к изучению этого не совсем легкого языка. Когда только начали изучать коми-язык в наших школах города и по республике Коми, родители сначала не понимали, зачем нужен этот коми-язык, но сейчас они уже относятся более с пониманием, и также и детям нравится, потому что обучение идет буквально со 2 класса. Детям стало интереснее, когда мы начали в работу включать это и ноутбуки, и фотоаппараты, как мы сегодня уже видели, и им стало более интересно изучать коми-язык. Меня Йона Кажичен, веланый комиков. Мне нравится изучать коми-язык, он интересный. За 40 минут здесь успели повторить название зимних месяцев, добавить в свой словарь несколько новых слов, сделать презентацию и даже защитить ее. Конечно, в первый день после почти 2-недельного карантина усидеть на одном месте школьникам было сложно, но с поставленной задачей они справились. Немного цифр. Последняя перепись в России была в 2010 году. Конечно, эти данные немного устарели, потому что идет отток населения из Республики Коми. Но вот давайте посмотрим на данные 2010 года. Итак, всего население 101 189 человек. Коми из них 202 348, русских 555 963 человека. Коми – многонациональная республика. У нас проживает более 100 национальностей и народностей. Однако представители других национальностей в разы меньше. Ну, например, украинцев 36 тысяч, татар 10 700, белорусов 8 800, немцев 5 400, чувашей 5 тысяч и так далее, и так далее. То есть в разы меньше. Причем, что интересно, даже в 2010 году половина коми уже не проживала в селах, то есть они уже проживали в городах.
наверное, тенденция сейчас это усилилась. А теперь посмотрим на динамику изучения коми-языка как родного. Эти данные предоставило нам Министерство образования и молодежной политики республики по нашему запросу. Вот возьмем учебный год, посмотрите, 2011-2012. 5179 детей изучали коми-язык как родной. Смотрим, динамика идет уменьшение, уменьшение, уменьшение. И вот в этом году обратите внимание на цифру, которая значительно меньше, да, по сравнению с 2011-2012 годами. 3684 ребенка только изучают коми-язык как родной. Это, конечно, очень настораживает. Как сохранить коми-язык, сегодня мы будем говорить с нашим экспертом. У нас в студии старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми-научного центра, автор учебников по коми-литературе, человек, который 4 года работал в президиуме движения Коми-Войтер, Валентина Лемерова. Валентина Александровна, здравствуйте. Я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире, поэтому наши телезрители могут задать вопрос, поделиться своим мнением по телефону 46 90 60. И я прошу уважать друг друга и предельно корректно формулировать свои, даже самые острые мнения. Валентина Александровна, почему коми-родители, молодые коми-родители не хотят, чтобы их дети изучали коми-язык? Вы знаете, я не думаю, что был проведен какой-то грамотный мониторинг этого вопроса. Но об этом вот статистика говорит. Эта статистика говорит о том, что нет условий для изучения коми-языка как родного. Вот очень простой пример. Дети изучают в садике коми как родной, в начальной школе как родной, а затем едут учиться в какой-нибудь более крупный поселок или село, где уже коми-язык как родной не ведется. И министерство разводит руки и говорит, что причиной является просто миграция населения или, скажем, укрупнение сел, или, допустим, обучение детей, да, в каких-то более крупных школах. Но это не причина, ведь в любой школе можно создать условия для дальнейшего изучения языка. Все дело в том, что как раз в районных центрах, в больших школах, в городе Сыктывкаре нет этих условий. И если директор школы обеспокоен этим вопросом, и он все-таки находит какие-то возможности, как в Коми-национальной гимназии, изучать язык как родной, то в этом случае он ведется, и есть желающие, как показывает опыт, его изучать. Вот моя старшая дочь, сейчас ей уже 30 лет, вот я могу сказать на ее примере. Она как раз училась какое-то время в Коми-национальной гимназии. Так вот, на протяжении 5 или 6 лет они так и не смогли создать группу для коми-говорящих детей. Мой ребенок вынужден был сидеть в классе, изучать лексику, с которой он прекрасно, и грамматику, с которой Валентина он знаком. Александровна, вот немножко давайте отвлечемся от этой темы, лирическое сделаем отступление. Дело в том, что я нашла в наших архивах, вернее, я посмотрела документальный фильм питерских кинематографистов, потому что ровно 25 лет назад состоялся в Сыктывкаре первый съезд Коми-народа. Я посмотрела, насколько было жаркое просто обсуждение, потому что людей наболело. Они много говорили и о сохранении народа, и о сохранении языка. И я предлагаю посмотреть этот фрагмент. Считаю принципиально важным для успешных действий правительства в национально-культурном возрождении поддержать предложение Коми-Войтера о четком отмежевании от любых шовинистических и националистических спекуляций. Второй микрофон, пожалуйста. Я прошу вас, меня простите. Я буду разговаривать на своем языке. Я на русском хорошо говорю. Но я на своем съезде, я хочу и прошу всех наших людей говорить по коми. Вести съезд на коми языке, я это требую. Вот я понимаю, почему были такие эмоции, потому что, к сожалению, коми-люди стеснялись на тот момент говорить, особенно в городах, на своем родном языке. И вот в этом году я побывала впервые в своей жизни на съезде Коми-народа, и я увидела, что эмоции тоже через край.
очень все живо, эмоционально говорят на разные темы. И это заметил и Валерий Петрович Марков, который 16 лет возглавлял Коми Войтер, конечно, не пропустил ни одного съезда. И вот он что сказал в нашей программе. Съезд состоялся ровно через 25 лет после первого. 25 лет – это немалый срок, это четверть века. И казалось, что есть некое затишье и так далее, потому что были очень бурные съезды первые. Переходило потом дальше что гораздо более конструктивное русло, и были нормальные, спокойные разговоры. Ну, этот съезд как бы вернул немножко назад. Были оживленные дискуссии, иногда эмоции перехлестывали через край, но тем не менее он был очень конструктивным и плодотворным. На съезде работало 3 секции, одна из них – культура и образование. И вот из 230 делегатов половина как раз представляли культуру и образование. Очень много было преподавателей коми-языка. И вот на секции выступила учительница коми-языка из Помоздина Усть-Куломского района Татьяна Ульшова. Вот как раз она и обратила внимание. Ведь у них в Помоздино в школе большинство детей учат как раз коми-язык как родной. Да. Но вот на что она обратила внимание. Что вот молодые как раз родители не хотят, чтобы их дети изучали коми-язык как родной. То есть она увидела такую тенденцию, и это ее очень насторожило. Давайте посмотрим этот комментарий. Дети в коми, в садиках у нас отлично разговаривают и на коми, и на русском свободно. И воспитатели с ними для коми детей что-то объясняют на коми, доступнее, чтобы было. Для русских детей это переводят. И у нас свободно владеет и коми, и русском. Но все же та тенденция, что дети становятся русскоязычными, это от родителей исходит. Приходим в садик и услышим, что коми-мама или коми-отец разговаривают с детьми по-русски, хотя они оба в совершенстве владеют коми-языком. Поэтому эта проблема прежде всего идет от родителей. Почему же родители занимают такую позицию? Мы спросили человека, у которого большой политический, законодательный опыт, у Марии Кузьбожевой. Сейчас родителями являются поколение тех детей, которые выросли уже в перестроечное время, когда происходила переоценка ценностей. Это очень меркантильные родители, меркантильные граждане. И когда культивируется, в том числе и благодаря СМИ, праздная жизнь и легкое отношение к жизни, и потребительское отношение к жизни, то родители прежде всего исходят из того, а что мне даст изучение родного языка, что даст моему ребенку. Поэтому вы правильно говорите, надо какие-то искать мотивы, надо искать какие-то социальные лифты, которые позволили бы благодаря знанию коми-языка продвинуть ребенка или сделать его более успешным. Итак, как же мотивировать коми-родителей? Какие предложения прозвучали на съезде Коми-народа на секции культуры и образования? А вот кто-то предложил давать дополнительно 10 баллов к ЕГЭ для того, чтобы дети, которые успешно изучают коми-язык, могли иметь больше шансов поступить в вузы республики. И вот, как сказала руководитель Минобраза коми Светлана Моисеева-Архипова, с СГУ уже ведутся такие переговоры, и вуз готов готовить национальные кадры, готов доплачивать повышенные стипендии таким детям. Еще было одно предложение – учредить стипендию главы коми для преподавателей и для детей, которые успешно преподают или изучают коми-язык как родной. Предложение высказал и журналист газеты «Комиму» Павел Симпелев. Он предложил дополнительно выплачивать школам за каждого ученика, изучающего коми-язык как родной, по 50 тысяч рублей в год. И вот на что Павел Симпелев предлагает тратить эти деньги. Все методы надо использовать для того, чтобы убеждать и родителей, и детей изучать свой язык как родной. Но, может быть, и придумывать новые, предлагать, да? Вот еще один шаг такой, чтобы тем школам, в тех, где язык изучается как родной, за каждого ученика выплачивать целевыми средствами, скажем, по 50 тысяч рублей. Можно больше, но меньше, наверное, уже и не надо. Я бы предложил так, что вот часть какую-то, может четверть, может больше, может меньше, выплачивать как премию всем работникам школы, и учителям коми-языка, и учителям других предметов, и библиотекарям,
шоферам, сторожам, потому что они создают языковую среду. Они с детьми разговаривают на каком языке. А это ведь самое главное. Не только правила учить, да, но и разговаривать с ним, показывать то, что вот этот язык нужен. Павел Симпелев, то есть часть суммы предложил направить на поощрение работников школы, причем от уборщицы до педагога, потому что они создают языковую среду, а часть тратить на вот такие познавательные экскурсии самых успешных учеников по культурным центрам России. И вот мне сообщают наши режиссеры, что у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Любовь, и я звоню с Сосногорска. Да, мы вас слушаем. Задавайте вопрос. Я бы хотела задать вопрос нашему гостю. Вот в начале передачи сказали, что в 1992 году вышел закон о государственных языках, согласно которому коми-язык обязателен к обучению в общеобразовательных учреждениях. Сейчас вышел новый закон об образовании, согласно которому дошкольные учреждения являются ступенью общего образования. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с новым законом об образовании коми-язык обязателен к обучению в дошкольных учреждениях? Валентина Александровна, прошу вас ответить на этот вопрос, потому что я знаю, что вы этой темой тоже занимаетесь. Ну, я думаю, что я, конечно, не работник законодательных органов и не работник министерства. Но поскольку сейчас разрабатывается, я даже по работе коллег могу судить, поскольку разработаны два вида методик и программ изучения коми-языка, в том числе в дошкольных учреждениях, то да, конечно. Просто другое дело, что само дошкольное учреждение, так же как и школьное, оно может эту программу выбрать. То есть по какой программе оно будет коми-язык изучать. Но изучать коми-язык, конечно, обязательно, потому что с нулевым уровнем дети, которые приходят в 1 или 2 класс, им просто будет уже очевидно сложнее справляться со школьной программой и со школьной дисциплиной, поскольку коми-литература и коми-язык стали обязательными, по крайней мере, коми-язык стал обязательной школьной дисциплиной. Вы знаете, я предлагаю еще послушать интервью Марии Кузьбожевой, потому что я спросила у Марии Вячеславовны, а созданы ли сегодня условия для изучения коми-языка в нашем регионе. Сейчас республика находится на хорошей волне подъема, потому что со стороны властных структур созданы все необходимые условия для того, чтобы коми-язык не исчезал, не уменьшался, в школах в том числе. Все условия созданы. Я отвечаю за слова. Я достаточно некомплиментарный человек. Это действительно есть. Созданы условия все. Но сбой происходит в том самом массовом сознании, о котором говорили многие. Оно, сознание, преодолевается долго и тяжело. Путь этот не близкий. Но усилиями школ, учителя настроены, руководители многих школ настроены в том, что школа должна быть родная с изучением родного языка. Многих, но не везде. В некоторых позиция школ уступает позиции родителей, к сожалению. Это происходит даже... Да. Прежде всего у родителей сейчас право выбора любых образовательных программ. Они заказывают. Понятие есть такое. Общественный заказ, социальный заказ. Родители – заказчики. Давайте поговорим о детях, для которых коми-язык не родной. Вот зачем таким детям изучать коми-язык? Я сейчас не говорю о законодательстве, о государственной точке зрения, а вот о таком житейском, прагматичном, практическом значении. Зачем детям таким изучать коми-язык? Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, ответ на вопрос, зачем изучать человеку языки, на самом деле очень банальный и простой. Для того, чтобы их знать. А вот другое дело, для чего нужно знать коми-язык. Ну, оглянитесь вокруг. Мы вообще не умеем любить свое родное. Это ведь проблема не только коми-человека и коми-языка, и человека русского, который проживает на этой территории.
Все дело в том, что еще с 19 века, как вот Лесков писал, помните, в «Левше», почему он «Левшу»-то написал, что русские почему-то, бывая за границей, начинают удивляться, восхищаться заграничным и очень быстро забывают то, что есть хорошего, замечательного дома. Вообще мы так устроены, очевидно, и русские, и коми, и в целом русский, я бы сказала, многонациональный народ или нация. Вот, допустим, в Сыктывкаре Пушкинская гимназия. Вот абсурдно, Пушкинская гимназия с углубленным изучением какого языка? Английского языка. И много у нас дополнительных лингвистических школ, таких как Лингва или Интерлингва, с углубленным изучением того же русского языка. Нет ни одной школы. Мы все хотим изучать английский язык, как будто мы... То есть пора сегодня говорить о сохранении русского языка, о чем говорят педагоги. Потому что, конечно, русский язык находится под огромным таким давлением, гораздо большим, чем коми-язык. Вот этот вопрос, да, это Александровна, не от избытка культуры нашей. Этот вопрос возникает. Почему нужно изучать коми-язык? Потому что это родное. Наша республика тем и отличается, что здесь есть коми-народ и коми-язык. Вот этот же вопрос мы адресовали министру образования и молодежной политики республики. Давайте послушаем. Коми-язык, я искренне убеждена, дети должны изучать. Другое дело, на каком уровне, по каким программам, в каком объеме, это уже другой вопрос. Изучать для того, чтобы знать, понимать, чувствовать окружение, любить республику, знать историю, знать традиции, быт, язык. Если не знать, то хотя бы на уровне уважения, выработки толерантного отношения просто к коми-народу, который является титульной нацией нашей республики. Я обратила внимание, когда тоже работала на секции культуры и образования, что Светлана Моисеева-Архипова, она очень внимательно слушала, она не просила, чтобы ей переводили. И потом, когда я уже к ней подошла, я спросила, как вы вот без переводчика слушаете? Она говорит, я понимаю. Я понимаю, и только самые такие, может быть, сложные моменты я уточняю. Оказывается, до 3 лет Светлана Александровна жила в коми-деревне и говорила только на коми-языке. Все равно, значит, какие-то корни, какие-то, может быть, воспоминания есть. И у нее, конечно, однозначная позиция, нужно изучать, нужно соблюдать закон, но делать это, она подчеркивает, нужно не агрессивно, не из-под палки, а очень нежно и верно к этому идти. У нас есть еще одно мнение человека, лингвиста, почему надо изучать коми-язык. Двуязычие, именно русско-национальное, оно положит начало для многоязычной личности. То есть обучение языку надо, наверное, рассматривать как такое благо, которое Коми-республика на сегодняшний день дает, можно сказать, бесплатно любому ребенку. Это как своеобразный тренажер для мозга, потому что обучение любому языку, оно тренирует мозг таким образом, что затем в любом другой сфере человек может себя проявлять достаточно креативно. Учить языки интересно и, в общем-то, несложно. Все коми совершенно незаметно для себя усвоили русский язык и, в общем-то, сейчас достаточно свободно пользуются 2 языками, и родным коми, и русским, как вторым. Почему же русские не могут взять на себя вот такую вот какую-то, может быть, даже вот интересную вот деятельность для освоения языка, как освоение национального языка, в нашем случае коми-языка, как начало для развития себя как многоязычной личности. Другой вопрос, хватает ли сегодня учителей коми-языка. На съезде, на секции образования и культуры выступала Ольга Хасанова из Печоры. Я у нее уточнила, какая у нее нагрузка. Так вот, она работает в городской школе, у нее 17 классов, в каждом из них от 26 до 30 человек, и у каждого ребенка по 2 тетради. И я вот уточнила, сколько она времени проводит в школе. Бывает, заканчиваются уроки в 3 часа, я до 8 сижу, проверяю тетради, если не успеваю, бегу с собой ношу. Потому что нет учителей, не хватает.
Не хватает. Вы знаете, когда я училась в пединституте, я закончила факультет начальных классов с правом преподавания коми-языка. У нас была подгруппа из 21 студента. И все почти мы пошли в школу. И каким-то образом все равно связаны с изучением, преподаванием коми-языка. А сейчас, мне кажется, коми-групп все меньше и меньше. Тему подготовки национальных кадров затронул и Сергей Гапликов, временно исполняющий обязанности главы Коми. Он был делегатом съезда от Усть-Куломского района. Так вот, что он сказал в своем выступлении. Однажды в одном из многофункциональных центров в селе он обратил внимание на что? Что ни один сотрудник центра не смог пообщаться с посетителем на коми-языке. И это его очень удивило. Поэтому Сергей Гапликов поручил разработать прогнозный план по подготовке коми-кадров для разных отраслей. Не только учителей коми-языка, но например, специалистов многофункциональных центров. Валентина Александровна, вот среди ученых есть такой дефицит кадровый? Кадровый дефицит этот сложился в перестроечное время, когда заниматься наукой и вообще просто учиться на специалиста в сфере образования стало делом малопривлекательным просто из-за зарплаты. Сейчас, мне кажется, что эта проблема как-то решается в финансовом плане немножко. Это вы про ученых говорите? И про ученых, и про учителей все-таки, да. Но с учительскими кадрами у нас действительно возникает проблема, потому что в свое время был закрыт финно-угорский факультет. Потом была закрыта группа. И теперь, поскольку прием очень небольшой, то есть это как снежный ком. Мало выпускников, значит, мало абитуриентов. Но я, наверное, здесь порадую жителей, потому что Светлана Моисеева-Архипова, она как раз озвучивала ответ на этот вопрос и говорила, что с Сыктывкарским университетом достигнута договоренность, и они готовы учить коми-филологов. То есть сколько нужно будет, столько и выучат. И у нас есть звонок. Давайте послушаем. Хорошо. Алло. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня не предложение, а пожелание. Уж коль есть два государственных языка, обязаны учить, начиная с детского сада. Я вот сама коми-язык не изучала, так только на бытовом уровне. Поэтому мое пожелание такого. Государственные языки изучаем в обязательном порядке. Спасибо. Я вот, кстати, не уверена, что в обязательном порядке в дошкольных учреждениях. Здесь сказано в учреждениях общеобразовательных. Но обязательно уточню этот момент по детским садикам после эфира. Я думаю, что здесь, если педагог заинтересован в успешном продолжении школьной карьеры своего воспитанника, то он, конечно, будет изучать язык уже и на уровне детского садика. То есть я знаю, что наоборот, у нас проблема другая. У нас изучают в садиках, а приходя в школу, как раз воспитанники детских садов оказываются без этого коми-лингвистического подкрепления, скажем так. То есть бывает так, что в школах еще нет просто специалиста, вот, скажем, или просто не находят места в учебном плане. Валентина Александровна, я не знаю, слушали вы или нет на съезде выступление Валерия Потолицына? Да. У него было очень яркое выступление. Валерий Потолицын – это депутат Госсовета Коми с большим стажем, да, это законодатель с огромным опытом, еще человек с потрясающим чувством юмора. Так вот, он рассказал анекдот. Все, конечно, смеялись, но ведь в этом анекдоте очень было много правды. Он рассказывал анекдот о приличных коми, о том, что сегодня уже пора в городах для тех, кто знает коми-язык, но делать определенный какой-то знак, потому что когда в городах встречаются два коми-человека, они говорят на русском языке, потому что стесняется, либо им неприлично, чтобы никого не обидеть, говорить на родном языке. И вот он говорит, мы настолько приличные люди, что скоро забудем и свой язык и перестанем существовать. Вот есть это в черте коми-народа? Да это, опять же, наша общая российская проблема. Вот как на съезде говорили о многих социальных проблемах, где-то нет школьного гаража, где-то нет водопровода, где-то в школе плюс 8 градусов зимой. А в этой школе и русские коми дети учатся, да, и для всех плюс 8. Точно так же и с языками. Вот я недавно была на торжестве в Москве, и было очень много молодежи. И вот сидит молодежь за столом, и среди нее один англичанин. И наша молодежь переходит, она русская молодежь, она переходит на русский язык.
Вот. Не так, чтобы кто-то переводил англичанину. То есть мы все приличные люди, россияне. Это не черта коми-народа. Просто здесь, в республике, это виднее на нашем примере. Вот и все. А на самом деле мы действительно все очень вежливые люди. Об этом президент сказал, что мы вежливые люди, россияне. Эта проблема существует, но она как раз существует от непонимания уникальности наших культур. Вот коми-человек, он понимает за счет чего? То, что он уникален, его язык уникален, уникальная культура. За счет того, что он хорошо знает русский язык и русскую культуру. Он сравнивает каждый день. Это не обязательно сознательное сравнение. Он интуитивно, ежедневно, ежеминутно сравнивает свою культуру, свой язык с русским языком. К сожалению, русский человек, да, не обладает не то чтобы этой способностью, я бы сказала, возможностью, потому что он не владеет языками. Вот, к сожалению, такая традиция у нас сложилась в России, что именно русские люди не изучают и очень часто не хотят изучать языки народов коренных, скажем, республик. Такая проблема есть ведь не только в нашей республике. Эти вопросы возникают в Татарстане, возникают в Башкирии, возникают в Карелии, где угодно. Это тоже общая проблема. Вот я хочу рассказать об интересной акции. Наверное, вы не знаю, как ее оцениваете. Это всеобщий диктант на коми-языке. Вот год назад, в Международный день родного языка, впервые в нашей республике провели вот этот диктант на коми-языке. Писало 500 человек. Причем это не только жители нашей республики, это жители Петербурга, Москвы, других регионов, где живут коми-люди. И вот оказалось, что в Сыктывкаре только один человек написал на 5, а самые грамотные коми живут в Помоздино. Потому что я думаю, что там очень сильная, на самом деле, подготовка, очень сильные учителя коми-языка. В этом году, 21 февраля, вновь будет вот такой диктант на коми-языке. Скажите, а вот вы поддерживаете такие акции или немножко как ученый со стороны на это все смотрите? Нет, поддерживаю, потому что это повышает интерес к языку. Вот. Без интереса ничего выучить, да, и ничего узнать невозможно. Вот, поэтому это вот поддерживает нашу любознательность природную. И поэтому вот такие акции, конечно, они обязательны. Нужно какие-то и другие акции придумывать, да, не только вот, скажем, ориентироваться на те самые форумы, которые проходят и в центре. Вот, к сожалению, не всегда нашего ума, таланта и, может быть, времени хватает, да, проводить каких-то больше таких мероприятий. Вот. Я думаю, что это очень хорошо, что на этот диктант идут очень много молодых людей. Очень много. И те, кто просто немножко владеет языком, хотя не знает письменного коми-языка. Это говорит о том, что не все еще потеряно, как считают, кстати говоря, действительно очень многие коми сами. Но вот тот же пример Помоздина, он показывает, что коми-язык может оставаться и очень любимым языком. Вот несмотря на то, что Татьяна Владимировна, вот вы сняли этот сюжет и говорит о тех проблемах, которые существуют, и говорит, что это проблемы родительские, я думаю, что это не проблемы родителей. Это в том числе политика и идеология государства. Когда нас всех, неважно кого, русских, коми, удмуртов, не всегда учат понимать и любить родное. Вот мы сейчас же с вами чувствуем, как меняется время, да, и как поднимаются эти вопросы совершенно по-другому. Ведь в перестройку мы все бросились учить иностранные языки. И забыли свои. Да, и забыли свои. Какое-то всеобщее помешательство было. Как будто каждая семья, наша русская коми или какая-либо, только мечтала о том, чтобы его ребенок, да, очутился в Москве или в Петербурге в вузе, а если повезет, то где-то еще и дальше. Вот мы на съезде много говорим о том, что пустеет наши села, нет механизаторов, нет доярок, да, нет врачей, нет учителей. Но ведь это и есть плоскость языка тоже. Язык, он тоже закрепляет человека на родной земле. Просто мы не всегда это понимаем, что это не просто вопрос изучения языка, да? Это вопрос жизни на этой земле. Потому что если не поливать корни, и крона тоже высохнет.
Валентина Александровна, спасибо вам за участие в нашей программе. Напомню, что сегодня мы говорили о сохранении и развитии коми-языка, но сегодня актуальна и другая тема — сохранения русского языка. И об этом мы обязательно поговорим в наших программах «Детали дня». А завтра смотрите «Детали дня» с Геннадием Левицким. Всего вам самого доброго.